Во время реконструкции храма в Усть-Куломе в куче строительного мусора местные обнаружили старинную икону. Священное здание в советские годы использовалось как кинотеатр, оружейный склад и пекарня. Сейчас православные христиане храм возрождают. Об истории уникальной святыни расскажет Анна Зубарева. Двухэтажный храм в Усть-Куломе возвели в середине XIX века. Ни одна сельская семья тогда не осталась в стороне. Помогал кто чем мог – трудом или деньгами. Верхний этаж освящен в честь Воскресения Христова, нижний – Владимирской иконы Божией Матери. А величественная колокольня, как шея грациозного лебедя, венчала церковное здание. Лестница на колокольню сохранилась еще с древности. Звон колоколов в хорошую погоду по реке был слышен даже в соседнем Ульяново – за 20 с лишним километров. Храм всегда отличался своей архитектурой. Цветы на фасаде, колонны, декоративные элементы придавали зданию неповторимость. Я снимаю из алтарной части. Поражает мощь этих стен, высота сводов, акустика здесь идеальная. Уникальный храм разрушили в 30-е годы прошлого века. Большевики разобрали колокольню по кирпичику. Были снесены все 5 куполов, а поклонные кресты уничтожены. Иконы безбожники распиливали и отвозили в сельсовет, где ими топили печи. Одну из них случайно обнаружили прошлой зимой в куче строительного мусора. Очевидно, икону спрятали под половицами 2-го этажа. Ею оказался образ первомученика Стефана. Была спрятана на 2-м этаже под полом, и мы ее обрели уже здесь, на 1-м этаже, когда разбирали полы 2-го этажа, то есть рабочие как доску, может быть, ее скинули. В советские годы здесь сначала был кинотеатр, затем оружейные склады, пекарня. Восстанавливать храм взялись в 2001 году. Продолжили работы в 2019, когда собралась бригада строителей. С тех пор многое удалось сделать средствами и силами благотворителей. Молодцы, что начали восстанавливать этот храм. Хочу поблагодарить тех людей, которые действительно помогли, помогают, те, которые тут работают. Какая красота восстанавливается. Очень приятно душе, что столько усилий для восстановления храма. В нынешнее тяжелое время это очень необходимо. И пусть крыша еще не закрыта, внутри храма лежит снег, на сердце радостно, говорят прихожане. Строители трудятся в мороз и снег, ветер и слякоть. Основание колокольни успели сделать за осенне-летний период этого года. Стоит сказать, Воскресенский храм всегда был летним, без отопления. Первая служба в году на самый главный христианский праздник – Пасху. Когда все в храме хором поют «Христос воскресе», это, конечно, я думаю, что было незабываемо. И можно представить себе ребенка, первый раз побывавшего на этой службе. Я думаю, что такой бы человек остался верующим на всю жизнь. Эту красоту надо восстановить, это наши корни, это наш долг, это наша обязанность. Православные твердят: разрушенный храм – разрушенная душа. А потому ничего не жалко на восстановление истории и сохранение веры. Давайте не забывать слова Христа. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Все, что человек жертвует ради Господа, вернется ему нетленным благом уже здесь, на земле, а особо в Царстве Небесном. Возрождение храма в селе Усть-Кулом – уникальный случай единения самых разных людей в благородном порыве и примеры для тех, кто хотел бы преобразить уголок своей малой родины, но откладывает это до лучших времен. Анна Зубарева, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Усть-Кулом.